Молчание. Микрофон Realtek. Слышно? Раз, раз. Так. Мадыгдуем. Сейчас, секунду. Прочел по губам, да? Так. Я только что получил хорошую новость. Хорошую новость. Сейчас я опубликую у себя на Фейсбуке. Сейчас. Новости из Верховной Рады. Так. Бисмиллахи рахмани рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Так, сколько нас? Только что опубликовал у себя на Фейсбуке одну новость. Верховная Рада. Копировать. Работа просто кипит. Ламанхова, все нормально слышно, видно. Хорошо. Ну, в общем, валикум ассалам, Саваш. Я сейчас в Украине, в Киеве. Вот. Провожу некоторые встречи здесь. Вот. Если кто может открыть эту ссылку, я высылаю здесь ссылку. Только что получил такую новость. Вот. Ссылка на Telegram. Там Верховная Рада опубликовала результат нашей встречи. Мы сегодня были в Верховной Раде, встречались с разными депутатами, а потом провели конференцию в Интерфакс. Потом еще такие новости. Вчера встречались в МИДе, были приглашены туда, в Министерство иностранных дел. Встречались с ними, а также с другими здесь людьми. Потом еще, вы помните, я здесь опубликовал конференцию Кавказский союз. Вот. Встречались с нашими братьями, кавказцами, и обсуждали тему Кавказского союза. Очень интересная тема была. Ну, здесь я коротко зачитаю, здесь на английском. В общем,
народный депутат Украины и председатель комитета Верховной Рады международной политики, там, в общем, Александр Мережко и дипломат Богдан Яременко встретились с политическими фигурами, чеченцами, специального представителя президента Чеченской Республики Ичкерия, то есть кем я являлся. Вот. И лидером международного движения освобождения Ичкерии, представителем чеченского батальона имени шейха Мансура, Анзором Масхадом, и чеченским политиком и военной фигурой, президентом Чеченско-Европейской ассоциации Барт-Маршо, то есть Шамбулатом Сулеймановым. И здесь также говорится, что лидеры чеченских диаспор поблагодарили Украину за ее помощь в защите прав чеченского народа и восстановлении независимости. Вот. Ну, тут большой текст, в общем. У нас была такая встреча, очень интересная встреча. И здесь они опубликовали результаты этой встречи на сайте Верховной Рады. Я вам тут ссылку скинул здесь. Я прочитаю ваши комментарии. Борс насчет, если Украина победит Россию, то сразу начнете цель на освобождение Чечни. Украина обязательно победит, уже побеждает во всех направлениях, в информационном плане, политическом и на фронтах тоже. Вы слышали сводки, читали, что происходит, состояние российских оккупантов, их потери. Вот. А вот освобождение Ичкерии – это уже вопрос времени, оно обязательно произойдет. И, как я всегда говорю, дай Аллах, чтобы как-то, ну, не войной, а как-нибудь другим способом произошло это. Но, иншаллах, это произойдет. Ва алейкум ассалам. Лан, будет ли объединение Ичкерии и независимого Дагестана с Грузией, Азербайджаном и Арменией в рамках Кавказского союза, аналог ЕС в нашем регионе? Ну, брат, любое кавказское государство, республика, если бы у нас было такое объединение, знаешь, то это было бы очень хорошо. Это то, о чем мы мечтаем, мы хотели бы. И это, можно сказать, был бы у нас такой союз сегодня на Кавказе, то это было бы гарантией нашей общей безопасности, безопасности наших народов. Вот. К сожалению, между нами вот заигрывают, провоцируют российские спецслужбы и делают все, чтобы такого союза не было. Не было. Заза, без Грузии ничего не видит, ни у одного республики не выйдет, да, ни у одной республики на Северном Кавказе. Ну, вот я и говорю, выйдет у всех. Без чеченцев в Грузии тоже будет сложно. Вот, без грузин чеченцам тоже будет так же. Вот. Мы
не только соседи, мы братские народы. Вот. Поэтому мы связаны историей. Вот. И находимся в таком, находимся в соседстве на Кавказе. Вот. Поэтому мы связаны, поэтому мы должны быть вместе. Валейкум ассалам варахматуллахи баракатуху. Подскажите, пожалуйста, что значит Ичкерия для будущего мусульман, не чеченцев? Ну, как что? Ичкерия – это Чеченская республика Ичкерия, это название нашего государства. Вот. Мы мусульмане, значит, для других вот, мусульманских стран или республик мы для них братья. Если мы одержим какую-то победу, да, то это ваша победа. Ваша победа – это наша победа. Вы наши братья. И если наше государство, чеченское государство состоится, да, получит независимость, получим мы гарантии безопасности нашего народа, то это ваша победа тоже. Украина переможет. Конечно. Анзор, твой отец, первый президент, который в окопах с автоматом находился, свободу Ичкерии. Нет, все наши лидеры, все президенты, лидеры, имамы, перечислю там, шейх Мансур, первый президент Джохар Дудаев и все другие последующие президенты, наши лидеры, лидеры чеченского народа, были убиты во время войны. В то время, когда наша земля была оккупирована и когда Россия навязывала нам войну. Вот. И каждый из них, каждый из этих лидеров был убит в войне, защищая свою родную землю. И они были убиты именно с оружием в руках, воюя против русских оккупантов. Опять про него. Анзор, как ты думаешь, как можно было бы наказать Кадырова после освобождения Республики Ичкерия? В прошлом году я несколько раз высказывался, ну, месяц не помню, где-то было, где-то летом. В общем, когда они там старались что-то совершить такие атаки на меня лично, вот, и мне пришлось ответить им. И ответил я жестко, максимально жестко, ну, столько, сколько я мог в то время, да, вот. И как-то я помню, я прямо так обратился к этому халую Путина. Я такое сказал ему, что вот уже скоро ты у меня сядешь на таблетки. Вот такие слова у меня прозвучали еще в то время. А сегодня мы видим результат. Это существо на самом деле, похоже, видимо, село на эти таблетки, лицо опухшее, просто, и это существо никак не может связать свои мысли, свои слова, высказать даже одно предложение. Вот такое его состояние сегодняшнее. Ему сейчас плохо. Вот. А наказание, ну, как я раньше говорил, я хотел бы, чтобы он жил долго, но в клетке. И испытал все то, всю боль, которую испытал наш народ, чеченский народ. Вот. Если ему там где-то что-то будет там болеть, да, заболеет он, просто держать это существо там в таком состоянии, чтобы оно жило. Вот. Ну и жило долго. И чувствовал вот эту боль. Это, ну, не передать так простыми словами. У нас такого халуя
там, предателя чеченского народа не было никогда в нашей истории. Вот. И поэтому придет день, когда ему придется ответить. Какие ваши планы и в чем смысл именно Ичкерии? Пробовали ли поступить иначе, объединять не только чеченцев, со всем уважением к вам? Спасибо, я тоже уважаю всех вас. Объединять. Мы сейчас работаем над тем, чтобы объединить наши силы. Мы сегодня находимся в таком кризисе. Это результат работы российских спецслужб. Они сделали все возможное, чтобы разделить наше общество. Руками некоторых там самозванцев, там, аферистов и так далее. Вот. И как раз сегодняшняя наша работа направлена для того, чтобы объединить реально тех людей, которые действительно всей душой, со своим чистым намерением, ради Всевышнего и ради своего народа, чеченского народа, готовы встать на защиту своего народа и идти к независимости нашей республики, конечно же, и деоккупации. Вот. Мы сегодня очищаем свои ряды. А вот планы про объединение с другими силами, с другими республиками, ну, это, конечно же, входит в наши планы. Вот. И мы готовы к этому. И мы всегда об этом говорили, уже десятки лет. Вот. И очень надеемся, что на Кавказе будет единство. Нохчемохкант, я не знаю, про что именно ты говоришь. Вот. В общем, не понял смысла. Если сможешь, там, спроси по-другому или там дополни. Так, в Европе около 400 тысяч чеченцев, и все они хотят домой. Иншаллах, мы будем скоро дома. Иншаллах, брат. Иншаллах. Beginner of Science. Валейкум салам, брат. Видел, как проходило мероприятие «Свободный Кавказ». Анзор, расскажите про Денитепса. Как вы относитесь к созданию Свободного Кавказа, как конфедерация? Ведь Кавказ еще дремлет. Ну да, на этой конференции присутствовал Денитепс. Мы особо не смогли так поговорить, потому что, ну, сами понимаете, все заняты в такой момент. Вот. И сейчас он не вместе со мной. Вот. А насчет Свободного Кавказа, мы, конечно же, приветствуем, я уже несколько раз уже сказал свою точку зрения, свое мнение по этому поводу, как я вижу это. Вот. Конечно же, я хочу, чтобы Кавказ наш был свободным. И поэтому я присутствовал на этом мероприятии, разговаривал с нашими братьями. Вот. А как проходило мероприятие, само мероприятие? Конечно же, было очень интересно видеть наших братьев, пообщаться с ними, поделиться мнением. То есть дружеское, братское вот, было отношение. Че Далмула и Хан Техочерю
sun hostenga utsaha oушкета амбахер чеймолша вистхулуш чол хазаду хаза хилдари кушара сун чол духнагина духмечка оушкет иштанилш яшаина жима вока خسين خيتا قولش دوك ديك تارجع خوش تان خوخيتيش تان مولاتيش خديش ديك خردرتيش وشا إيش خطرش ليش دوك ماتش قولش يقرأ لسه سيانالشا سي основной блалбой кверт по и дабул бали та война цаниш та дагулуш хумшлилин иш тумдух Ричард Рич дает насчет приехать с семьей в Украину и примут ли как бы как беженца. Ну, я не могу ответить на этот вопрос, потому что я не в курсе. Тут наоборот люди уезжают из Украины, чтобы спасти свои семьи от российских оккупантов. Вот такая ситуация. Ну да, тут тебе сказали, что с российским гражданством даже не думай. Ну да, будет очень сложно пересечь границу с российским паспортом. Анзор, скажи, пожалуйста, у вас будет ли встреча с Закаевым? И скажите, пожалуйста, насчет шариатского суда и так далее и тому подобное. Я это впервые, наверное, озвучу. Тема насчет шариатского суда решена, и я сейчас это обсуждать здесь не буду. Скорее всего, я это сделаю потом. Будет ли встреча с ним? Я думаю, что скорее всего нет. У меня просто даже и времени нет. Я сейчас в каком-то другом направлении. Вот. Такие дела. Насчет звука, несущий мир. Вона говорит, и да, и мой звук человек. Позахук, ты мухту хамцасон, ты мухту цасон. Шеек ты тюрахи архитам вейцон. Сорса. تاجم جو بيستخر حجر وصو. Карина Кросс. Так, Анзор, как ты думаешь, почему русские не отдают чеченских воинов, чтобы похоронить? Прости, тебе, наверное, неприятен этот вопрос. Ну, как сказать, приятно, неприятно, но мы верим в Аллаха и готовы ко всему, что дает нам Всевышний. Так что с вопросом все нормально. Самое главное, что все наши герои, о ком ты говоришь, что они наши герои, да, что это часть нашего народа, что это те люди, на которых мы должны равняться. Вот если касаться похорон, да, ну, каждое тело должно быть погребено, похоронено по нашим обычаям, то есть имеется в виду по исламу, по религии. Вот. Но
в такой ситуации, да, я скажу чисто про свое, что русские, эти фашисты, не в состоянии и не могут сделать что-либо против их душ. Вот что главное. Вот что главное. Мне еще, я не помню, я говорил или нет, мне предлагали такой вариант, там, через посредника. В общем, подходит ко мне один человек, я расскажу такой случай. Подходит ко мне такой человек и предлагает такое, что вот, мол, он якобы слышал, что Кадыров, то есть младший, готов выдать тело Аслана Масхадова, если мы, как семья, попросим у него это. Ну, вы представляете, как это должно быть, должно происходить, например, да? Это было как бы предложение, насколько я понял. То есть мы, семья, должны были попросить у него, чтобы выдали его тело для захоронения. Я знал этого человека, я ему говорю, ну неужели ты меня знаешь настолько плохо, говорю, чтобы ты так спокойно подошел и спокойно это сказал, что спокойно ты мог такое предложить мне, чтобы я связался с этим предателем, с этим мунафиком и попросил бы, да, вот, даже говорил бы с ним. Я говорю, никогда я на такой шаг не пойду. Пусть даже вопрос стоит, вот, захоронение тела отца или нет. Вот. В общем, отказался от этих предложений. Но я прекрасно понимаю, что они этим хотели добиться. Вот. Ну, они прекрасно знают, вот эти предатели чеченского народа, что Аслан Масхадов был и есть уважаемым для чеченского народа. И что якобы, если Кадыров бы был или помог бы там вернуть тело, да, его, то он бы стал бы чуть ли не героем, да, ну, такой плюс заработать. Вот я не дал ему это сделать. Потому что я просто даже не вижу, чтобы такого, чтобы разговаривать с такими, общаться с такими, созваниваться. Вот. Вообще о чем-либо там говорить с предателями чеченского народа. Украина переможе. Я татарин со Львова. Будешь во Львове, мой дом, твой дом. Гость – это посланник самого Аллаха. Благодарю тебя, мой брат, очень приятно. Да, я был буквально недавно во Львове. Ну что, будет очень приятно встретиться, познакомиться. Буду только рад.
Так, я не знаю, как прочитать твой ник, но, в общем, Морти. Анзор Аллах дал барца бойлвей, веч Аллах дал хан да аслан де калвел, газат кобылгар. Аллах рейс хурсалаш, массейра дурсейр, газат Аллах кобыл, дал де калбол куша берша. Аллах рейс хурсалаш. Так, Дана Хис, почему мои комментарии пропустил? Анзор, ну, я же где-то пропускаю, тут много пишут, поэтому когда листаю, ну, монитор маленький, поэтому где-то как-то могу пропустить. Вот этот комментарий, который ты написала, я не пропустил. Вот такие дела. Ну, наверное, вы читали в новостях, вот когда это было. Вчера, да? Вчера тут везде сирены были, воздушная тревога, в общем, нанесли удары по городам, там 50 ракет было запущено и 45 из них сбито. Вот. И эти фашисты бьют по гражданским объектам, по инфраструктуре здесь, чтобы у людей не было света, газа. Ну, понимаете, сейчас уже здесь холодно. Анзор, ты когда покинешь Украину? Ну, мне нравится Украина. Так, Марат Ильясов. Анзор, может, я не то пишу, но извините меня. Вопрос такой. Кадыров сказал, что он вас найдет и накажет. Может такое быть. Ну, что-то долго ищет. Ну, раз уж хочет найти, пусть, ну, если мужчина, пускай приезжает и найдет меня. Ну, самолично, да. Так. Если у него мужества хватит. Ну, я не знаю, что там. Мужество и рядом не проходило. Вот. Вот так вот. Пускай ищет сам. Так. Добрый вечер, Дариус. Что означает слова или это название организации Орден Нахара? Приветствие из Литвы. Ну, Лабус Вакарас. Орден Нахар. Скорее всего, орден это орден. Нахар это, ну, мы выпустили деньги, то есть наше государство, Чеченская республика Ичкерия, напечатало деньги, и они назывались Нахар. Может, как-то так?
Валикум ассалам, Томи. Холодно тут. Так, алхамдулилlah, все хорошо. Несущий мир, может, он имеет в виду Линкольн Си? Скорее всего, может так. Колман Си, да, возможно. Да, Нахис на машине туда поехал. Нет, я, ну, если честно, приехал один, сел на самолет, потом на автобус и приехал. Томми. Амин, амин. Валейкум ассалам, ва баракату. Так. Найду-ка я ту ссылку на Верховную Раду. Или кто-нибудь может мне помочь зайти на Верховную Раду и там найти ссылку, ну, последнюю, про которую я говорил. Алмаз. Валейкум ассалам, ва баракату. Анзор, вошел, алхамдулилlah, Украина признала Ичкерию, геноцид, иншалла, Ичкерия будет свободна. Нет, Украина не признала Ичкерию. Эта формулировка звучит совсем по-другому. Украина признала Ичкерию оккупированной и признала также геноцид чеченского народа со стороны России. Freedom Маша Нохчи. Так. Погода холодно. Так, пойду-ка я искать ссылку быстренько. Верховная Рада. Официально так. Сейчас я секундочку. Мережку.
Мансур батальон. Мансур. Кстати, я сейчас скажу. Beginner of Science. Анзор, как собирались данные о военных преступлениях России после Первой войны? Почему не велась работа по привлечению России к ответственности и почему мы не обратились к миру за защитой? Потому что люди, которые должны были делать это, они как раз таки не делали. Вот. Не была проведена серьезная работа над этим. А также и во время Второй войны тоже. Вот. Николас, я не хочу отвечать на этот вопрос. Что-то я найти не могу здесь. Здесь только публикация на сайте Верховной Рады. Законодательство, пресс-центр, наверное, пресс-центр. Пресс-центр. В общем, найду потом эту ссылку. А сейчас вернусь к вам. Верховная Рада. Октябрь, ноябрь. Anytime, 24 hours. Так. В общем, сброшу так эту ссылку. Так. В Украине очень-очень хорошо. Хорошо в каком плане?
Инкерман, валикум салам, Ларис Хульсоваш. Черкесия, так, брат, я, эту новость не читал, если честно. Если есть ссылка, скинь, почитаю. У меня даже времени не было, чтобы читать, заходить, читать новости или смотреть какие-то публикации. То где-то на встречах, то где-то это самое в пути. В общем, так. Freedom. Сейчас. Daily Marshall Hill. Насчет конференции. В общем, я уже тут раза два сказал про конференцию. Конференция Кавказский союз, если ты про эту конференцию. А так тут мы были на нескольких конференциях уже. Все прошло хорошо. Первая конференция была посвящена событиям у нас на чеченской земле, а также мы говорили о таком проекте, как Кавказский союз. Это проект про объединение наших народов. И сегодняшняя конференция, например, то же самое. Мы рассказывали, говорили, чего добивается наш народ, наши цели, а также говорили про военные преступления, про геноцид чеченского народа. Потом говорили про поддержку Украины, к примеру, как Верховная Рада признала оккупацию нашей земли и признала геноцид чеченского народа. И, конечно же, обсуждали такие вопросы участия чеченцев в войне против России на украинской земле. И везде во время разных встреч, конференций или интервью, мы говорим о том, что напоминаем, что есть чеченские батальоны, которые воюют против русских оккупантов, а также есть отдельные люди, тоже чеченцы, которые входят в разные подразделения, и воюют, они воюют с 2014 года. Сегодня как раз я затронул тему о том, что эти люди, чеченцы, которые сегодня воюют против русских оккупантов, нуждаются в помощи, в различной помощи, я так не определял конкретно. Так, Раст, Бельгии. Валикум ассалам, ратуллах баракату. Я немного не понимаю всей нашей ситуации. Многие ученые исламские говорят, что мы, нохчи, которые за Ичкерию, не можем воевать за Украину. Поясни, пожалуйста. Я не понимаю этих ученых.
Вот. Лучше бы говорили про тех, которые участвуют в войне на стороне России против Украины. Вот что нельзя делать. Стать рядом с убийцами чеченского народа и идти воевать против другого народа, который не сделал ничего тебе плохого. Вот что нельзя делать, вот что неправильно. Вот. А так, наше участие в войне сегодняшней на территории Украины против русских оккупантов, я считаю, что и уверен, что это можно делать. Ну, это, конечно, зависит от твоего намерения. И насколько я знаю, вот те наши бойцы, которые воюют против русских оккупантов, я говорю про наши батальоны, они уже еще давным-давно обсуждали эту тему и спрашивали у исламских ученых. Вот. Им ответ был дан, и поэтому наши братья сегодня воюют, спокойно воюют против русских оккупантов. Анзор, у меня к вам вопрос. Вот, будет Ичкерия независимой, будет светское государство или исламское? Алан спрашивает. Будет чеченское государство. Именно такая формулировка озвучивалась всеми нашими лидерами. Вот. Ну, конечно же, учитывая, что мы мусульмане, мы, конечно же, хорошо относимся ко всем людям и к разным конфессиям. У нас в этом плане никаких проблем не возникало. Кстати, а сейчас сколько нас? Хочу показать кое-что. Сегодня мне прислали, передали. И я, скорее всего, открыто так скажу. Секунду. К примеру, некоторые мне задавали вопрос, я пытаюсь найти эту публикацию, по поводу, как помочь батальону чеченцам, которые воюют против русских оккупантов. Ну, в общем, меня сегодня попросили опубликовать такое сообщение, что батальон имени шейха Мансура собирает помощь для покупки дрона. Вот. И кто может это сделать, я просто хотел бы попросить вас это сделать. Вот здесь эта публикация, если она видна.
Ну, Дариус, добрый вечер, лабас вакарас. Я уже второй раз сейчас отвечаю на этот вопрос. Орден Нахар я никогда не слышал. Орден Нахар. Действительно, никогда не слышал. Я знаю, там есть орден Оманси, высший орден Чеченской Республики Ичкерия. Первый раз слышу про это. Несущий мир. Ларисху, Делер Саламашалху. Да. Раст, это, наверное, ты мне. Все нормально, все хорошо. Успеваем везде. Вот. Алхамдулилlah, все хорошо. Я, наверное, скоро буду завершать уже. Просто хотел показать себя, рассказать некоторые новости. В общем так, новости хорошие. Есть результаты, как я когда-то обещал. Вот. Так что все хорошо. Украина переможет. Так, Анзор, ты стейп Алироя, то есть горец, настоящий воин. Да, мы из стейп Алироя. Из стейп Алироя. Приор Гимо. Анзор, мы из города Никополь, но в связи с войной находимся в другом месте. Искренне желаем тебе здоровья и всего наилучшего. Батальону шейха Мансура и Джахара Дудаева уважение, благодарность. Спасибо, дорогой. Очень приятно. Сегодня я нахожусь в Киеве. В общем, делаем все возможное. Есть еще планы посетить и другие места. Так что все будет хорошо. Все будет хорошо. Победа близка. Вот. Да, beginner of science. Новостей хороших много. Сегодня украинцы подорвали Кадыровское логово в Мариуполе. Ну да, что-то я слышал, что удар был нанесен по гостинице, что ли там. В общем, так, новости есть на всех фронтах.
Алан, Анзор, спасибо вам за вашу работу. Надеюсь на укрепление Кавказского союза. Ну, работу хотелось бы делать еще больше. Ну, что работой связано, но я пытаюсь отдавать все 24 часа этой работе. И то мне кажется, что все равно это мало. Но, как ты пишешь, укрепление Кавказского союза, ну, это долг всех нас, вот это всех нас касается, чтобы укрепить наш союз, потому что этот союз будет и гарантией безопасности наших народов. Анзор, в зал тебе надо походить, да? Ну, я бы с удовольствием, но у меня времени нет на зал и на все остальное. Все нормально. Хамзат Нохчиевич, алейкум салам. Я не понял вопроса, если честно. Влад Борс, алейкум салам. Фан, встреча в Виннице. Все может быть. Встреча в любом городе Украины. Саид Магомедов, я в форме. Все хорошо, алхамдулилlah. В общем, как я говорил в начале эфира, вчера у нас состоялась встреча в Министерстве иностранных дел, куда мы были приглашены. Обсуждали разные вопросы, касающиеся поддержки, нашей поддержки. Вот. А также поддержки тех мероприятий, которые мы запланировали. Это тот съезд, о котором мы раньше говорили, который состоится уже в Париже 25-26 ноября. И сегодня встречались в Верховной Раде в Киеве, встречались в Раде. Также говорили про разные мероприятия и обсуждали разные другие вопросы. Которые я сейчас, конечно, все это пересказывать не могу, некоторые детали, но все идет очень хорошо, и все будет хорошо. И еще
были на нескольких пресс-конференциях, и есть планы, есть еще другие назначенные там встречи с разными людьми, с организациями. В общем, работа продвигается. И все, что было сделано за все это время, скажем, за последние несколько лет, вот, приносит такие плоды, результаты. Ну что, будем стремиться работать дальше в этом направлении, добиваться вот таких результатов. И, конечно же, как я всегда говорю, я призываю всех работать, потому что это долг каждого чеченца. Потому что если бы мы сегодня вставали бы вместе, если бы мы работали бы вместе, у нас было бы меньше проблем. Ну, это те же самые митинги, например, чтобы люди выходили на митинги, выражали свою позицию, показали, что мы едины, показали всем, что у нас сила в том, что мы вот едины, да? Вот. И еще хочу подчеркнуть, что призвать наших братьев, помогать тем батальонам, которые сегодня с оружием в руках воюют в Украине против русских оккупантов. А кто такой русский оккупант? Это бандит, это террорист, это фашист, который убивал наших родных людей. И за последние 2 войны вот эти русские террористы убили у нас более 300 тысяч мирных жителей. Вот, представляете, есть такие чеченцы, которые, оставив все, все свое личное, да, вот, разные интересы и так далее в жизни, стоят на этом пути, воюют против этих убийц и насильников, которые привели такую марионетку, как Кадыров, например, который сегодня не считается с народом, унижает этот народ, использует этот народ, чеченский народ, в своих личных целях. Этот ушлепок сегодня посылает нашу молодежь воевать против украинцев. Вот. И он это делает ради Путина и ради себя тоже, чтобы обезопасить себя. Вот. Ради этого. Ради своих дворцов, ради своих миллионов. Вот. И я уверен, что он ответит за все. И он, и другие предатели, преступники, и эти террористы. Ва алейкум ассалам. Раз так. Анзор, вопрос из Европы. Наши братья приезжают, чтобы присоединиться. Есть ли желающие? Украина и наши братья из батальона готовы принять их. Связь, кажется, плохая была. В общем, никогда я не призывал и не собираюсь никого призывать куда-либо. Вот, но не понимаю тех, которые, сидя там за границей, призывают
призывает, сейчас, секунду. Секунду. Валикум салам алейкум. Havayı söylüyor ha. Hoş olsun. Ha, voizi. So hins YouTube çua efiliye şu, sonuç. Na kıyhomum da siga. Kıyhom şu odi yaşlı olmuş. Alhamdulillah. Kıytsa. Ha, so kıytır. Sonduk bir yaşlı şu kalıyor. Az bal bu kıyhomum da siga. Dolar yesko. Ha. Ну, инсас цан из цанового информации и паспорт яц. Ни в коем случае синц до целого инсянерса эфири. В общем, на хат и паспорт это он вил штатса и паспорт киснадол школот яц штраф я лезарю. Ведь паспорт, язи надо, он недействителен для путешествия. Ишт фондо. Так, цохить абых башпейт бидно метка сун гина яц яхезавец. Ша хайнца сувенир санца яца. Кемон дацила. Haters. Digdo. Да. И что она, инсажа, та она и паспорт ди еще самого свой. Мадер эльче, пастагана, шие царха, шие гра, паспорт ди еще самого свой. Та она гражданство ел еще самого свой. Та она орден, должность ела богоёж самого свой, по закону. Так, и хумш лева, ну, я замечаю, сон конституцию, сон весь закон, то есть сишт бог, цундер бог, сица, хуйтрен бог, шумадаци. Но с факт, я елша, цанавас, например, Германия должна социальный проверочный паспорт лучше, чуть ли не подделка документов, zum предъявлении, да, zum штрафтах, хомдинак, ищет хомдак. Так что, ишталду. Мегер дотах юх зани дуй вежешка чоха машало зани дух иншалла. Да, мула. В первую очередь, в Казахе, Аллах высош. Аллах резкий. Валикум салам артула. Ахбатика, бесамаш. Бяхма билаш. Извиняюсь. Да, вот раз я тебе отвечал, брат, что никогда не призывал, не собираюсь призывать и не согласен с теми, которые призывают других людей на войну, сидя где-то в теплых местах в другой стране. Человек должен находиться на передовой. Ну, скажем, сегодня такое право есть, например, я говорю, право есть у Муслима Чеберлоевского, командира батальона имени шейха Мансура. Вот он имеет право призвать кого-либо. Вот. И даже он такого не делает. Но я знаю тот факт, что
Люди приезжают, чтобы воевать против русских оккупантов. Да. Freedom Маршала Нохчи так лишний раз отвлекает. Так. Да, вот такие дела. Хорошо, я тогда сейчас заканчиваю. Насчет русских оппозиционеров я скажу. Для меня вот эти русские оппозиционеры непонятно. Нету сегодня в России никакой оппозиции. Нету. Была бы там оппозиция, там все было бы по-другому. Вот. И даже примерно так представляю, что кто бы туда не пришел бы к власти, он же не будет менять политику сегодняшней России. Вы помните, там некоторые лица выступали, там говорили, что вот, мол, там, с чеченцами надо воевать, там, в общем, такое было. Там, какая разница тогда, Путин нам или этот оппозиционер, да? В России должно произойти что-то другое, чтобы у нас наступил мир. Пускай разваливается. Это Россия. Всем будет хорошо. И люди будут жить в мире. Хорошо, дорогие мои. Было